Чувашии подвели итоги конкурса «Успешная семья Приволжья». В какой регион отправилась награда за первое место, расскажет наш корреспондент Людмила Майкова. Конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в Приволжском федеральном округе ежегодно с 2013 года. Это мероприятие уже третий год проходит на чувашской земле. Каждый раз новые участники, новые герои, которые со сцены в стихах, песнях, музыке рассказывают светлые, жизнеутверждающие истории о своем родительском опыте. Сегодняшние семьи, которые уже являются примером для подражания, уже являются носителями традиций, которые свято чтят и культивируют, еще и показывают великолепную способность вместе творить. Безусловно, основной и главной задачей конкурса является привлечь внимание к семьям, показать, какие они классные, какие они дружные, и что самое настоящее счастье, оно в семье. И чем семья полнее, чем больше в ней детей, тем больше счастья. Самые креативные, веселые, дружные и сплоченные. Участники конкурса уверены, люди притягивают близких по духу. Для Читы Нестеренко из Оренбургской области чужие по крови дети стали своими. И получилась семья большая, теплая и дружная. Тамара Петровна и Сергей Николаевич подарили уют и заботу 19 приемным детям. Есть и радости, и трудности, но первого значительно больше. Сейчас старшие обучаются в вузах и колледжах, а некоторые уже создали собственные семьи, разъехались по разным городам и даже подарили маме и папе внуков. А родители поддерживают на конкурсе 8 детишек. У нас дружная семья. Мы все, один за всех и все за одного. У нас мы поем, мы можем приехать к вам 1,5 часа смело петь и спеть. Но только времени нам мало дали. Пока этот конкурс готовились, мы еще выявили 2 певцов. У нас еще, оказывается, Ульяна очень хорошо поет и Володя. В рамках конкурса семьи показали творческие номера и презентации, рассказали о своих регионах, посоревновались в интеллектуальной игре. В состав жюри вошли представители органов исполнительной власти от регионов ПФО, уполномоченные по правам ребенка, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и российская актриса театра и кино Анна Миклаш. Уже второй год подряд удается привлекать семьи к полезным, значимым делам. Например, в прошлом году участники конкурса высадили в парке Амазония кустарники и цветы. А в этом году в Чебоксарском речном порту команды запустили мальков стерляди в Волгу. Россия рыбка большая и маленькая. Побывать в Чебоксарах – большая радость для большинства участников конкурса. Для некоторых этот выезд – первый в жизни и большое яркое приключение. Гости столицы говорят в один голос: большое спасибо организаторам. Хорошо перенесли путешествие от вашего региона. То, что я успела увидеть, самые положительные только впечатления, эмоции. Пока в суете мало что увидели, но вот так, проходя мимо, очень красиво и хочется погулять, посмотреть. Гостеприимство просто зашкаливает. Таланты и жизнерадостность Фархудиновых покорили членов жюри. Многочисленному семейству из Башкортостана присудили 3-е место. Серебро взяли Алауховы-Гаврюшины из Пензенской области, а в лидеры выбилась семья Камашевых из Татарстана. Наша команда Никитиных-Чушаковых из Мариинско-Посадского округа одержала победу в номинации «Самая дружная семья в Приволжском округе». Людмила Майкова, Виктор Степанов, Михаил Солин. Вести Чувашия.